Седьмого-8 июля на территории возрождающего села Аютун проходил традиционный эвенский праздник цветения тундры – Тур-Чулбурга. Инициаторами праздника Улусная ассоциация малочисленных народов Севера, землячеством села Аютун, Управление культуры были организованы культурно-массовые спортивные мероприятия для взрослых и детей. На открытии старейшины эвенских родов провели обряд кормления огня, благословения матушки Тундры, кормилицы реки Индигирки. Очистили бабульникам всех прибывших гостей на этот большой праздник обновления, созидания, единения всего человечества и природы. Onun Tamara yıkılayına beyinler darastartan kiyipsek. Hatta kim Tamara bir kana var. Ganamarını onu diye kaçısta batın koruyorum. Kanlık balığı talanı batın beyte o putta balıksız ganamarını. Mesafalı bat. Hatta kim Roza Silipsova. Hinduk nagdanikan ho saltapap imakta kung alti haragar nisal kambida tanggonikan ay mergam nyuna li manduli inang ten tudi li haragar. Первым и главным собеседником Эвена был огонь. Он воспринимался гораздо шире, глубже, чем просто огонь, ибо был могущественным объектом преклонения. Он давал тепло и свет, а значит жизнь. Orang cinikan ikan hurul buto arcandep ayake turango tolbergan ningilakyaga. К одушевлениям стихийных сил природы, наделением их качествами, присущими человеку, сложились определенные обычаи, ритуально-магические действия, места приношения жертв духам. Из наиболее распространенных обычаев, связанных с анимистическими воззрениями, является кормление огня духа земли местности.
Ивера. Многое из этого богатейшего и уникального опыта физического воспитания молодежи актуальны и по сей день. Давай. Не падай, не падай. Давай. Ой-ой-ой. Ой-ой. Давай, держись. Не падай. Ой-ой-ой. Ахикаткан эвен юкагир коңални фольклорный ансамблетнан. Наңар горбисни чукурдахтук эмнетнен. Илан аңани отни ансамбльду бюветтипнен. Ансамбль руководителен Максим Ильич Дудкин. Наңан Биробиджанду хореографическое училище в Мудакриджи, Черскайду колледжла кургевчерин. Тарит чукурдахлам мучуриджи ансамбль ориджи, котлен коңалбу умыриджи хэджевканен и кайфканен. Эчин дебими ахикаткан коңалнинян Максим Ильич Хоев гургевтинне. Хавдил нюн бакалдариджи Эвесел юкагирал хэйкал икалбу хэджалван, долченикан хупкотникан, хое концерт номерал би илуритнам. Хо ай анячалкан, чуриталкан, аялкан куңалбу хэджервутнан икаривутнан коетми, хо булахи. Марья Ивановна, хи эрек ансамбльду горалдан гургевча? Берег ансамбльду гургевчануги илананген отни, куңаннен умутты илетала биатты күттен Максим Ильич иле хургалды гуныкын тарав хангангалды гуныкын куңал хэджакын күттен эвине күттен илитали биатты күттен букутин жамыттен уңникал иланангыл булытникан еникан бесилдим ноңнен умутты. Ансамбль руководителен хи бихеннегу Максим Ильич. Ага. Мен ансамбль жугулен хи яфикченжинне. Би ансамбль болду илананган илтенне аңаптанган. Ансамбль болду мен куңа бихеттен. Деген нярилкан бихем ан бола ахил. Тор ансамбльң болду музыкальная школа ойлин аңаптын. Абы юкагырыл гырбы куңа ансамбль. Оркаткан гырбы. Тер илананган долим болду хоя воруп. Дүлле билле оңот титига деген нандыңа деген атта бehen хонга ханга датта бehen дүлле аңаптадан тара болар коңал жалнын умуттук тенне канилтал апшинал дүлеңин бәтне канар галат тижур бакрап чуритке кабырдагана ансамбль болла жалбы хоя вон ор билетте дагана айда төрам гуникан гунили билетте тер уманангане
очалат болла телевидениела ярит докуриттен мотор республиканская тадык болла абыйский улугла бәттет гастроллары жүр гявыны болла тур сангачандола ярит термкаттет эрилді омын сезондола о айыч багатын хорул бабагатын артика болла дегентикан куңалкан бехем Оранганьяла болла тур картча алтынга атча дукан болла хан жалбы болла хорул бырыштан мултур тар жигит муттлеккан бижин гөр алтынга атча биш республика айлиндагана оңут атча алтынга Оранганьяла болла тур энергетикла ярып терим каттып 4 сезондола омын сезондола 2 сезондола тара боллар Мария Ивановна билеттин әлі дүлләмді де болла тұрса депутаттық бар сабин аптекеген бәтіне нүктен мәттінде әлі тәлі бағыты министерство долыйыңын бұғыт жаман бұғытләттін бәтте де арқата мұттеке бақырын сабин апт Юрий Николаевич өмді де қата мұттеке гөнер мен елін көңала хуан си ансамбльла путевка бурым гөнне мен лағардылайы энергетикла артеке мен нүңінділа лагарду коддеп мяннатын дула болла жукке бір хурдеп Гая гэннорл бохоту ходда гэнно чокол ботоходда гэннорл бэгонгондайя янга Герой нашей сегодняшней передачи из рода Дотки, то есть из рода Лебедя. По старинному эвенскому преданию его предки прилетели на землю в виде прекрасных птиц со стороны полуденного солнца. И столь же прекрасны протяжные песни, грациозные танцы, и слышатся в них голоса далеких птиц. Эти песни и танцы бережно передавались от поколения к поколению и дошли до нас в своем первозданном виде. И этот бесценный дар принял и наш герой Максим Дудкин, один из самых молодых исполнителей фольклора. Род Дотки произошел от лебедей, которые прилетали с полуденного солнца и улетали в то же время, во время летнего солнцестояния. И вот мой род Дудкиных, Дотки, произошел от лебедей. И есть тоже такая же сказка венская, вот откуда родовая сказка Умчигин называется, о лебедях, от которых произошел род Дотки. Я показываю песни, народные исполнения именно своего рода Дотки, и именно который учителем, который с рождения я слышал вот песни, обряды, немкана, сказки, легенды, предания от своей бабушки Дудкиной Александры Егоровны. Ей сейчас 86 лет, и вот она сейчас здравствует и работает тоже, просто не сидит. И я думаю, что то, что бабушка мне дала, ей то, что вот и костюмы шьет, и которые я здесь и песни пою, и рассказываю сказки, и хэджи говорю, все это благодаря моей бабушке. И я думаю, что учение моей бабушки помогло мне встать на ноги. Это сейчас уже мое призвание, что в будущем и буду и в дальнейшем работать вот в этой поприще на изучение фольклора, именно местного фольклора ниже индигирских эвенов, юкагиров. По отцовской линии Максим Эвен, по материнской Юкагир. Эвены и юкагиры издавна жили рядом. С
Смешение разных культур внесло свои дополнения. Это отразилось и в костюмах, в танцах, в быте и в обрядах. Максим, помимо своей работы в школе, руководит детским фольклорным эвено-юкагирским ансамблем «Осикаткан». Аютунгская тундра и Алазийская, Алёринская тундра, они раньше вот в одной территории жили. Они вместе друг друга и на оленях ездили, и обменивались оленями. И в Андрюшкине тоже вот от нашего рода дотки, там есть Соломонида, бабушка моя, вот ее воспитавшие дети тоже сейчас там вот живут. Слепцов Семен Иванович, Христофор Иванович, вот эти все они. Я считаю, что тоже у меня что-то юкагирское есть, я этим тоже горжусь. И, ну, конечно, очень плохо, что юкагирского языка я не знаю, очень хотелось бы. Потому что говорят, что бабушка говорит, вот когда ты разговариваешь, что-то есть юкагирское, но она понимает, понимает вот это. С Андрюшкина, вот Соломонида бабушка несколько раз давно приезжала, я помню, вот она тоже приезжала с Андрюшкина и к нам в гости в стадо, и вот разговаривали они друг к другу, обменивались новостями, и тоже я очень любопытный был, и тоже рассказывала она сказки, очень много сказок она знала, и песни пела, да и вот это все это, оказывается, у меня сейчас, как молодому человеку, думаю, что дало вот в душе мне что-то понять, что-то натолкнуло на это, чтобы я в дальнейшем изучила. Может быть, гены это отдаются. И вот когда я вот на долгие поездки езжу, и вот ждешь 3 часа, 4 часа, например, едешь, и вот когда музыка или мелодия какая-то древняя в голове рождается, и начинаю про себя петь. Или же вот когда у бабушки я помогаю там сеять, смотреть, да, или на участке ездить, да, и начинаем разговариваем, да, я у нее и ну, сказки, да, спрашиваю, да, и напеваю, и говорит, и когда я напеваю ее песни, она говорит, говорит, Максим, у тебя что-то еще глубокое такое есть, которое я не слышал ни разу. Может быть, говорит, это какие-то гены древние. Ну, очень нравится бабушке, когда я спою хиргачин. То есть, когда охотники уезжали на охоту, за оленями, за дикими, и вот, а женщины оставались ждать. И вот женщина, например, старейшина, она благословляла их на дорогу, чтобы они с добычей пришли, чтобы и род ихний, чтобы было есть что, чтобы, ну, не с пустыми руками, чтобы пришло хиргачникан, быгумно хиргачин и кантен. Это тоже бабушкина песня. Гала хайим канна харбара хапкан жадра буюмна ачал жалти американна харбара motor agar kanyikan merikanyikan buyuma maju jera duh kiwura nganna Allah chandepa ninglavura
bari hijjadawara hunga lana arranti buyunor hunga lana bari dawara hayutoram gunjadama hirgetnikana hurlbo buyum nadama hoyav buyuma amadidura nimatu bujibajal dulavura ayim kancana tigut apa dollar jempa hargatnikan ikaya hikadma. Вот так. А еще я слышала вот шуточную песню. Вот шуточная. Откуда эта песня? Ну, это тоже бабушкина песня, вот, из репертуара. Я вот по-современному, если сказать, что это из репертуара бабушки, то есть дуэтная песня старика и старухи. Она как бы она сама пела? Ну, вот что-то из жизни жизни она вот взяла, вот, например, ее двоюродная сестра выходила замуж, ну, вышла замуж, и вот она была именно свидетелем их жизни, потом дети выросли вот этой двоюродной сестры бабушки, заимели свой ильтенджум, чум, то есть свой дом заимели, и остались бабушка, то есть старуха со стариком одни. И вот, чтобы коротать время, вот они друг другу напевали песни. Вот. Ну, это как бы лирическая или любовная, как-то сказать, бытовая песня. Galla galla gunnem mago iti kang ngo gunnem ma qarrito gunnem mago dolci danna hukjan ne gunnem ma mintik ka gunnem mago ante kanna minno go ayu كنا بقر يسا من جلد كو قشر قو قر توغو نما ما كنا قو نما دولشن دنا ayo ate kango gonong gata galla go hin no go ette je miao mo margam go or rang chen den na go hu hun jao chen ki de kam kar or mo kan nan to ko kan na gar kar sagonum hajan dani kanna ay mumma kan turlago gar karisa or bego ko chenne kanna go qarto go dolderina hi ko go chu ka chang chin na go te gal go hi ka go i nin go mergam go rang chin din na ho hi no go tar mago namago hino gache dai go dal dalla multereo jalbo galla galla ati kammo go namago mino yado
таго айвалдисаго кунам қарретого далды даннакого айла қандиннаго долчындымма iti 강어고 건엄마 흰너고엄마고 이쯤마 찍라 얼비고 꾸녀함가 니 간절다 랐던 부끄짬 거 막내 제고는 마고 주고 줄래 싸고 맑음 먹고 렁치린 나고 언남마 얼비고 일분이 간나고는 박절라고 혜택니 간나고 얼보고 구스리고 근남마고 anghibeya binni kanna gogon amma amtal let's go mi no go da budu ko daldo ko gachina chala nan hogo margum go namma rungchirna тачамарван гоника не кареттин. Максим Дудкин – достойный продолжатель традиций и культуры своего славного рода. И можно не бояться, что исчезнут песни и танцы древнего рода Дудки, что прервется тонкая нить, связывающая нас с предками. Badonikan ikadem annam tego tu hurego ayendego toro ngogo chalberga nyata hicha ayakego nergat hicha ayakego
bego bere gare jar bere gare jar kode anka jar hey yang gun hey yang gun На бескрайних просторах севера живут и трудятся коренные малочисленные народы, сумевшие накопить богатый опыт традиционного хозяйствования. Им удалось сохранить связь с природой, они чтят и уважают ее законы. Из поколения в поколение передаются обычаи и верования, хранятся история и фольклор. В Алайхе живет более 1500 представителей коренных малочисленных народов – юкагиры, чукчи, долганы, эвены. Дружба народов и их самобытная культура – главное достояние Улуса. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера сумела объединить в своих рядах представителей многих национальностей. Благородная цель создания условий сохранения и развития культурно-национальной самобытности северных народов позволила направить усилия на восстановление связей между поколениями, укрепить национальное самосознание. Главой Улуса Александром Дроновым еще в 2006 году в структуру администрации введена должность ведущего специалиста по делам народов Севера. Это позволило упорядочить и систематизировать работу по важным вопросам всех сторон жизни северных народов. Сегодня ассоциация насчитывает почти 1500 членов, которые являются активными участниками жизни Улуса. В 2006 году была создана культурно-исследовательская экспедиция Индии, вошли в которую представители ивенского народа. Этническая группа ивенов сегодня представляет собой уникальное по своим культурным, языковым, бытовым особенностям и даже по своему менталитету сообщество. Проживают они на безграничных территориях Яны, Индигирки и Колымы. Экспедиция Индии свою деятельность направляет на восстановление связей между сородичами. За годы работы Индии побывала в Абыйском, Момском улусах, а в 2008 году, в последние дни весны, 7 женщин и 3 каюра под руководством специалиста по делам коренных народов Севера Максима Туткина совершили поездку на Буранах в соседний Нижнеколымский улус, село Дружкино. Культурно-исследовательская экспедиция работала по направлениям образование, культура, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, молодежная программа и концертная программа, а также встреча с населением села и встречи, обмен опытом, работа с общественными организациями села Андрюшкино. Культурно-исследовательская экспедиция Индии справилась со своими целями и задачами, и я думаю, что благодаря администрации муниципального района Алайховской улус вот эта поездка, большая поездка именно в соседний улус состоялась. Это благодаря главе администрации Александру Сергеевичу Дронова, благодаря нашему депутату Сергею Александровичу Ларионова, а также его помощника Егора Егоровича Винокурова. Съездив, мы посмотрели работу, встретились со своими земляками, родственниками, которые живут в таком многонациональном политической среде. Именно Андрюшкино. В Андрюшкино проживают такие народности, как эвены, эвенки, юкагиры, чукчи. Что дала нам эта экспедиция? Если вкратце так сказать, эта экспедиция нам дала уверенность в том, что в суровых климатических условиях все-таки мы, наши предки, жившие в
этих условиях все-таки они, оказывается, очень сильные люди, целеустремленные, которые живут во благо процветания своего родного края. Вот наша связь с Нижнеколымским улусом, она испокон веков. Раньше и наши предки друг друга ездили в гости на оленях, на собаках. И вот мы хотели вот эту связь как бы возобновить, узнать, как сейчас обстоят дела вот, в современном обществе, как обстоят дела именно в полиэтнической нашей среде, в арктической зоне, в которой проживают наши народы. Преодолев по тундре более 800 километров, главные участницы экспедиции, женщины, показали силу и выносливость северянок. С этими женщинами я целых 3 года езжу. В Абы съездили, в Мому съездили. И вот, наконец, вот в Абы и Мому мы ездили на машине, да? А вот нынче в этом году в Нижнеколымский улус на 3 буранах. И я, как мужчина, могу сказать, оказывается, наши женщины такие сильные, смелые, целеустремленные, вот эти женщины, да? Вот где, оказывается, скрывается наша толерантность женщины-аборигенки. Экспедиция Индии 3 года. Но это от чего зародилась такая идея? Я была участником в 2001 году 11 съезда женщин. Там была женщина, которая создала группу «Автоледи». Они ездили по Золотому кольцу России, а потом позже узнала, что они дошли якутские женщины до Анкориджа. И вот я предложение сделала своим девчонкам, Максиму Ильичу, и говорю, что бы нам не создать такую, ну там не было, что название для экспедиции, давайте съездим в Белую гору, и Мому, и Андрюшкина. Вот такое, в общем, просто не на бумаге, а просто на словах было. И потом мы посоветовали советом своими мыслями, своими этим, головой администрации Аллахова улуса район Александра Сергеевича Дроновым. Но он каждый раз за эти 3 года, он всегда очень, как руководитель, он очень умеет слушать наши мнения и посоветует. И вот 3-й раз и с их благословением вот действительно мы достигли своего плана. И им большое спасибо. По тундре я наблюдала очень многое. Ну, сначала думаешь, едешь по тундре, едет снег, и безмолвие, такая тишина. Совсем не так. Если я до Сундрана, до нашего границы Телях, можно было видеть следы там волка или оленей можно было видеть, но со стороны Табрата до Андрюшкина даже следы куропатки и зайчика не было видно. И вот я спрашиваю жителей Андрюшкина, но они говорят, в прошлом году было большое наводнение, и с тех пор все ушло в сторону моря. Но это не говорит о том, что действительно что-то потерялось или что-то, но они говорят, старики говорят, что экология в последнее время очень в плохом таком состоянии стала. Я